Аліса, добрый вечар. Дзякуй вялікі, што знайшлі час далучыцца да нашага эфіру. Вітаем, спадарня Аліса. Добрый вечер. Так, ну і першае натуральнае пытанне. Вось гэты велізарны спіс з харчовых прадуктаў, я так разумею, которые цяпер будуць нереальна высокімі мытамі не будуць хіба што ўжо так прадавацца ў еўразвяз боку Беларусі і асобна так гэта і ўгнаенні. Я так правильно таксама зразумею, што это асобная катэгорыя. Давайте, можа, спачатку ад прадуктаў, вось гэтых цукар, воцат, мука, карма рознага кшталту. Гэта ж невялікі адсотак нашых продажаў у краіны еўразвязу. Да, действительно так, но дело в том, что в связи с тем, что у нас экспорт падает в Россию, гражданский экспорт, и тенденции эти уже продолжаются несколько месяцев, то было бы логично наращивать экспорт как раз-таки вот продуктов питания, сельскохозяйственной продукции в те страны, куда это разрешено, и до сегодняшнего дня, в принципе, было разрешено это в Европейский Союз поставлять, но и сейчас разрешено, только что будут введены тарифные пошлины дополнительные, что сделает белорусские товары непривлекательные для импорта в Европейский Союз. Действительно, эти цифры не такие большие, да, в общей сумме экспорта, которые экспортируются из Беларуси в другие страны, но когда страна ограничена в поставках в разные страны, да, введены санкции в отношении отраслей, в отношении многих групп товаров, то каждая копейка, скажем так, важна, и такой удар тут, наверное, в первую очередь, конечно, будет более существенно для удобрений, потому что если в 2023 году азотные удобрения, да, продавались не так, скажем так, не на большую сумму, да, и сельскохозяйственная продукция, то в 2024 году было наращивание очень существенное как со стороны России, так и со стороны Беларуси в поставках сельскохозяйственной продукции. Например, даже в ту же Польшу сельскохозяйственная продукция выросла в 8 раз поставки, а азотные удобрения в 14 раз из Беларуси. Пока общие цифры, конечно, неизвестны, потому что это очень сложно искать эту статистику, эти статданные. Но в целом и нужно тут понимать, что если санкции были введены, например, против Беларусь-Калия, да, непосредственно против компании, то тарифы вводятся против удобрений и сельскохозяйственной продукции, которые по происхождению из Беларуси, не в зависимости от того, какая фирма ее продает. Пусть это казахстанская компания или дубайская компания какая-то. Если по происхождению удобрения и сельскохозяйственная продукция из Беларуси, то на нее вводятся тарифы. Конечно, Европейский Союз вводил эти тарифы, в первую очередь думая о себе, о своем внутреннем рынке и о собственных производителях. Ну и, скажем так, заодно наказать Беларусь и Россию за военные преступления, которые финансируются как раз-таки внешней торговлей. А еўрапейскія пакупнікі ад гэтага страцяць, спадарня Аліса, як лічыце? Ну, угнаенні прынамсі, В первый момент, конечно, такое может быть, могут подняться цены, потому что цены на те же азотные удобрения намного выше внутри Европейского Союза, чем цены на российские и белорусские удобрения, и это связано... Что вы говорите? Про тое, што сёння сказаў Дмітрий Пескоў, прэс-сакратар Владимира Путина. А что он сказал, простите, я... Он сказал аккурат такі, што пацерпяць еўрапейскія пакупнікі, бо ім давядзецца ў разы даражэй закупаць угнаенні ўнутры еўрапейскіх краінаў, калі яны будуць... Ну, эта ситуация сейчас, да, действительно такая, потому что это обусловлено тем, что газ стоит намного дешевле в России, да, а в производстве удобрений... не единственное, да, основные издержки – это как раз-таки стоимость газа, стоимость энергоресурсов в производстве. Поэтому это действительно так. Но, опять же, там Европейский Союз предусмотрел множество программ и мер, которые будут поддерживать европейских фермеров, европейских производителей, которые позволят не допустить вот этот вот резкий скачок цен и позволят устоять первое время и адаптироваться к новым условиям тем, кто производит внутри Европейского Союза тоже сельхозпродукцию и использует удобрения. Ну, з вашых слоў вынікае, што гэта будзе удар для беларускай эканомікі, нават калі в агульнай там базе экспарту, так, это невялікая доля, але так, у кантэксце агулам
такого крызісу, які в нашай эканоміцы адбываецца, і магчыма гэта адаб'ецца таксама на коштах, да, пакуль што таксама зноў новы чэлендж, так, новы тренд у сацыяльных сетках. Беларусы паказваюць, як дорага каштуюць чіпсы, так, там 5, 7, 15 рублёў некаторыя віды. Ну, мы разумеем, што напэўна это праз рост коштаў на імпарт, але вось якія цяпер яшчэ тавары, на вашу думку, вось знаходзяцца ў гэтай рызыцы, ну, здзіўляць, скажем так, пакупнікоў, якія прыходзяць у крамы, так? Мне кажется, на сегодняшний день находятся в зоне риска абсолютно все продукты питания, потому что властям придется отпустить цены, так как если их не отпускать, то финансовое состояние предприятий, торговли, производителей, оптовой торговли будет ухудшаться, и, соответственно, не будут поступать налоговые деньги в бюджет. А этого власти Беларуси сейчас допустить не могут, потому что это высокие риски невозможности оплаты пенсий, социальных пособий и так далее. То есть зарплат бюджетникам, содержание госаппарата, содержание милиции, военных. Поэтому власти будут пытаться всеми способами сейчас, скажем так, удерживать какой-то баланс между тем, чтобы цены все-таки начали расти, и предприятия начали что-то зарабатывать и, соответственно, начали платить налоги, и чтобы рост цен был не настолько сильным. То есть вот это проявление инфляционного навеса, который формировался на протяжении последних 3 лет, чтобы он не проявился сразу, и поэтому, скорее всего, власти будут отпускать постепенно, но все товары. Останется, конечно же, какая-то корзина социально значимых товаров, на которые будут действовать регулирования, но, опять же, оно не будет такое ограниченное, как сейчас прописано в постановлении 713. Это то, как я вижу, как в принципе, могли бы власти выйти из ситуации, которая сейчас складывается в белорусской экономике. Но, с другой стороны, росту цен будет еще способствовать те меры, которые будет предпринимать Нацбанк, а именно, например, раздавать дешевые кредиты сельхозпредприятиям для того, чтобы они якобы наращивали урожай, наращивали посадки и так далее. Но мы-то знаем, как это все происходит. В итоге закредитованность предприятия растет, а эффективность очень маленькая от этого, и в результате мы можем столкнуться с тем, с чем мы сейчас сталкиваемся, с дефицитом картофеля, там еще других продуктов питания, столкнуться уже с этим не в конце апреля, в мае, а еще раньше, например, в марте месяце следующего года. Разам з тым маем праблемы з працоўнай сілай, і вось ведаем, што Лукашенко запрашаў у Беларусь замежнікаў 150 тысяч гэтых прыславутых, як кажуць, пакістанцаў, і тут адначасова ж робіць новы законапраект, новы указ, які будзе узмацняць нейкую адказнасць там за свае паводзіны на працоўных месцах, і атрымоўваецца, з аднаго боку не хапае кадраў, людзей могуць запрасіць з замежных краінаў да нас працаваць і ўзмацняюць жорсткасць, парадак рэгулявання гэтай працы ў Беларусі. У разрэзе эканомікі, спадарня Аліса, гэта ж ідзе абсалютна ў разрэз. Чаму? Ну, конечно, идет вразрез, потому что нет возможности нанимать своих белорусов. Вот если бы они могли, они могли, но они не хотят, да, они придумали миллион различных способов, как отказывать белорусам в работе, ввиду получения каких-то различных характеристик с милиции или еще откуда-то прохождения огромного количества проверок в правоохранительных органах для того, чтобы устроиться куда-то на госпредприятие. И, конечно, таких белорусов, с учетом тех репрессий, которые они проводили с 2020 года, таких белорусов уже осталось совсем немного, которые могут работать на госпредприятиях. А работать кому-то нужно. При этом власти абсолютно осознают, кто такие люди, которые приедут из Пакистана работать в Беларусь. Сейчас не хочу говорить о том, что там все пакистанцы там нарушают закон или еще что-то, но будем откровенны, что те зарплаты, которые в Беларуси предлагаются людям за границей, на те должности, на которых их приглашают, это не такие высокие зарплаты, и навряд ли высококвалифицированные специалисты соберутся и приедут в Беларусь.
за какой-то манной небесной, да, условно, за какими-то неизвестными сокровищами и высокой зарплатой. Скорее всего, это приедут люди, у которых там среднее образование, и власти опасаются, что эти люди не будут соблюдать законы, плюс, конечно же, это совершенно другая культура, и им приходится принимать Так, такие як меры. мы ўжо пабачылі на апошніх прыкладах, калі дэпартуюць замежніка там за перавышэнне хуткасці і так далей, за дракі ў тым ліку. Дзякуй вялікі, спадарня Аліса, за гэтую размову. Аліса Дзякуй Рыжыченко, вам. эканамістка,